Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107-му кілометрі каналу, яка з одного боку максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини. Анастасія Донець, аналітик Кримсос, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасія, вітаємо вас. Добрый вечер. Скажите, а есть ли действительно необходимость достроить эту дамбу? Вы знаете, я не являюсь специалистом в сфере гидрологии. Я так понимаю, что вопрос носит скорее экономический и политический характер. Как и сказал пан Антон Кореневич, речь идет о том, чтобы улучшить ирригацию Херсонской области, что, в общем-то, стоит делать, потому что это достаточно засушливый район. Что касается подачи либо не подачи воды в Крым. Позиция Украины по этому поводу является достаточно четкой, она полностью соответствует нормам международного гуманитарного права, в соответствии с которыми именно Российская Федерация должна обеспечивать воду на оккупированной территории, поэтому наша организация никаких проблем в достроении дамбы не видит. Да, я вообще тоже удивился, знаете, я просто даже не очень понял, а при чем тут представительство президента Украины ВРК и Херсонской области управление канала и дамба. Если поставок воды в Крым не планируется, то что это контролирует-то там? Я что-то вообще, может просто... Не, я от Антону ничего плохого сказать не могу, но я просто не понимаю связи, если честно. Политически все заявлено уже. Ну, хорошо, да, вот... Ну, как мне кажется, есть и более актуальные проблемы, касающиеся Крыма. Ну, окей, ладно, это мы не против, в принципе, такой постановки вопроса тоже. Ну вот относительно воды на территории Крыма, вот по вашим данным, по данным вашей организации Кримсос, насколько сегодня остается там критическая ситуация с наполнением водохранилищ и так далее? Вот снег, который сейчас пошел, он никоим образом не спасает ситуацию? Что говорят ваши эксперты? По нашим данным, по данным наших мониторов, ситуация остается критической. Дело в том, что осадки в принципе не могут наполнить водохранилища, которые находятся на отметке так называемый мертвый объем, то есть это тот объем, после которого невозможно получать оттуда воду, которая пригодна для употребления. Это то, о чем говорят крымчане, они жалуются на то, что воду невозможно пить, она имеет неприятный запах, она непригодна к употреблению даже после кипячения, и попытки выжать из этих водохранилищ последнюю воду, конечно, они не могут решить проблему с водой. Сейчас жесткие ограничения подачи воды действуют как минимум в 5 областях, и мы говорим о том, что вода доступна только по 3 часа в день, утром и вечером. Это холодная вода. В некоторых областях вода подается под сниженным напором от людей, которые непосредственно проживают в Крыму. Мы получаем информацию, что это означает буквально такая тонкая струйка воды, которая даже не может наполнить ведро воды, да, для каких-то бытовых нужд. И доходит до каких-то совершенно шокирующих вещей, когда люди вынуждены сливать воду с батареи, да, то, что мы слышим в СМИ, для того, чтобы хоть как-то получить воду для каких-то бытовых нужд. Анастасия, знаете, что сообщение сегодня прошло? Русский пропагандист Владимир Соловьев, небезызвестный, который сегодня получил звание персона нон-грата в Латвии, вот, наконец-то, хоть что-то началось, пишет, что, и сам, кстати, Соловьев живет на озере Кома в Италии, это очень красивое озеро, там мимо проезжал. Да, не знаю, как туда он теперь будет доезжать или нет, но он опубликовал такую молнию, аж заметку с 3 молниями, заявление вице-премьера Российской этой Федерации Марата Хуснуллина, который из Татарстана, потом он пытался в Крыму там что-то делать, там агитировать крымских татар за русский мир, ничего не получилось, он уехал, я так предысторию рассказываю, потом он где-то еще работал, сейчас он вице-премьер, и вот Хуснуллин сообщает, проблем с водой у крымчан не будет, без объяснений. Вот как вы думаете, что это? Чистая пропаганда? То есть, или что-то задумали? Может, опреснители какие-нибудь, самогонные аппараты размером там с гору ставить, там, перегонять воду? Вы что-нибудь слышали про решение проблемы какой-то? Ну или идею Путина реализуют о том, что воду искать в недрах Азовского моря. Опять-таки,
Не являясь гидрологом, мне сложно говорить, насколько эти идеи могут иметь какой-то потенциал. Что касается опреснительных сооружений, да, мы слышали такую информацию. Мы знаем, что оккупационная власть бурит новые скважины для того, чтобы получать артезианскую воду. Это влечет очень серьезные экологические последствия. Мы сейчас как раз пишем отчет об экологии Крыма, и вскоре все смогут с ним ознакомиться, в том числе с информацией о тех последствиях, которые будут следовать за бурением скважин и добычей артезианской воды в больших количествах. Что касается других каких-то мер, это и блокирование рек и изменение их русла, да, для того, чтобы перекидывать воду из одних населенных пунктов в другие. Тоже очень серьезные в этом плане опасения у нас в связи с экологией, потому что это кардинально меняет экосистему тех районов, которые раньше получали воду благодаря рекам. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Что касается заявления оккупационной власти, я думаю, что чисто с точки зрения обычной логики сложно себе представить, что они бы признались в том, насколько критическая сейчас ситуация с водой в Крыму. Она действительно критическая, она не может такой не быть, потому что 90% воды в Крым поступало через Северо-Крымский канал, мы об этом знаем, и с 2014 года поставки воды прекратились. Поэтому говорить о том, что в Крыму с водой можно как-то быстро и эффективно решить проблему, пока, конечно, не приходится. Но я бы подчеркнула здесь тот вопрос, что для населения, для нужд населения воды бы хватало, если бы Россия не увеличивала свой военный контингент в Крыму, не строила новые военные базы и не использовала эту воду для нужд каких-то предприятий, да, которые в Крыму находятся. Для нужд населения воды было бы достаточно.